Так, левый верхний сектор – это сектор богатства. Вы можете наклеить сюда желание получить премию на работе, повышение зарплаты или прибыль с бизнеса, а также любые материальные ценности, например, автомобиль, драгоценности, телефоны, бытовую технику, электронику, предметы гардероба и так далее. Дальше идет сверху, это красный сектор должен быть, слава, успех, признание ваших трудов, тут медали, грамоты, не обязательно красная дорожка. Далее идет сектор любви и отношений. Если вы в поиске, подбирайте картинки счастливых влюбленных пар, а если у вас уже есть вторая половинка, добавьте в этот сектор фотографии счастливых моментов вместе. Белый сектор – это творчество и дети. Если человек планирует деторождение, то, конечно же, приклеиваются фотографии детей. Если человек не планирует деторождение, то творчество. Можно и творчество, и дети. Нижний правый сектор серого цвета – это сектор путешествий. Наклейте сюда все места, в которых вы мечтаете побывать, даже если они кажутся вам недостижимыми на данный момент. И теперь голубого, синего цвета сектор отвечает за карьеру. Ваши планы, цели насчет карьеры. Например, может, хотите личный кабинет или зарплату, возможно, повышение по должности. Квадратик коричневого цвета отвечает за знания. Так что, если вы еще учитесь или мечтаете поступить, можно приклеить картинку с желанным дипломом или фото учебного заведения, в котором хотите учиться. И дальше сектор – это темно-зеленый, семья, уют, дом. Тут все, что связано с семьей, ваши ожидания, чтобы у вас была, например, крепкая семья, дружная или активная, активный отдых семейный. Там можно фотографии, например, огромный стол и большой круг семьи. И, наконец, в центр карты желаний вы помещаете свое собственное фото. Причем обязательно, чтобы оно отражало у вас только радостные эмоции. Далее в этом же секторе размещаем все картинки, связанные со здоровьем, спортом и красотой. Позаботьтесь о том, чтобы ни один сектор у вас не пустовал. А поскольку карта – это инструмент из фэн-шуй, то и делать ее нужно в правильные дни. 21 января начнется лунное затмение. И вот за 3 дня до и 3 дня после дни такие очень волшебные, необычные, сакральные дни начинаются. Поэтому как раз очень хорошая возможность начинать строить планы, цели, мечтать и собирать карту желаний. Также очень хорошо собирать карту желаний в канун дня рождения. После того, как вы закончили оформлять свою карту, ее необходимо активировать. Для этого вы размещаете фотографии любого символического желания, которое вы можете осуществить сами в короткий срок. Например, купить себе мороженое, сходить в кино, встретиться с подругой. Как только вы осуществляете свое желание, ваша карта начинает